На этот вид нельзя взглянуть без горечи и сожаления. Эта эвкалиптовая роща расположена по дороге в село Баргяб Галского района. В результате пожара, который случился в начале этого года, чуть не выгорела вся роща. К счастью, деревья пострадали не сильно, и они будут продолжать жить и расти. Первые месяцы 2023 года принесли немало пожаров. Основные причины участившихся возгораний – сухая трава, папоротник и солнечная погода. Возможно, не обошлось и без человеческого фактора – неосторожного обращения с огнем. В Абхазию эвкалипты были завезены в начале 20 века для борьбы с очагами малярии и болотами. Во многих городах Абхазии имеются высаженные эвкалиптовые рощи. Самая известная аллея эвкалиптов находится в Гагре. Эвкалипты благодаря своим эфирным маслам создают неповторимый аромат на всю округу. А постоянное обновление коры придает этому дереву уникальный и узнаваемый вид. В Галском районе первые саженцы эвкалипта появились в начале 50-х годов, а в конце 70-х, начале 80-х были заложены эвкалиптовые рощи в селах Гагида, Баргяб и Гуда. В последнем велась переработка листьев и получение эфирных масел в Гудавском эфиромасличном заводе. Это дерево не капризное, она именно была посажена из-за того, что у нас были болотистые места. Она сушит болотистые места, и она на одном гектаре выделяется до 12 миллионов кубов влаги, собирает себе. Вот. Она растет до 100 метров, может вырасти. Вот. Каждый год вырастает до 5 метров. Эвкалиптовое масло содержание от 2,5 до 4,5% в самих листьях. И после того, как вот возникли в Гудавах рощи, начали перерабатывать. И был у нас Гудавский перерабатывающий, это эфиромасличный совхоз, где делали именно эвкалиптовое масло, базиликовое масло. Но, к сожалению, сегодня этого у нас нету. Бывали ли случаи в Галском районе незаконной вырубки эвкалиптов? Ну, незаконные вырубки, как вам сказать, незаконных вырубок нету, как самих вырубок, а есть незаконные обрезки. То есть его обрезают, и листья уже, когда продают, вот это только, а вырубок как такового не существует. Это дерево у нас ремонтантное, то есть оно завезенное. И мы стараемся сохранить все виды. Видов эвкалипта большое множество, более 500. Но в условиях Галского района самым распространенным видом является эвкалипт серебряный или блестящий, а также пепельный и широколистный. Невысокое или среднего размера дерево. Они растут семенами. И те семена, которые попали уже в землю, они могут зайти. Но для этого, чтобы они взошли, нужно эти места огородить, чтобы скот не смог покушать. Но она сама является... Само растение является ядовитым растением. Она к себе не подпускает вредителей и болезней. Очень мало повреждается вредителями и болезнями. Самый большой вредитель у него – это лесовертка. И болеет такими болезнями, как мучнистая роса, и листья болеют, и пятнистости. Больше никаких заболеваний к нему не подходит. Потому что она отпугивает, своими эфирные масла отпугивает вредителей от себя. К населению обращение такое, чтобы не делали не разжигали огонь около территории, где находятся именно такие редчайшие деревья, как эвкалипты. Вот. А есть ли еще у нас в районе редкие деревья, которые под защитой? Из редких деревьев у нас и красное дерево есть. В единичных экземплярах, правда, есть. Вот разные виды, туи, разные виды, этих у нас есть. За ними идет полное наблюдение. Экологическая инспекция смотрим за этими деревьями. Наша республика славится уникальной и прекрасной природой. Море, озера, лес, живописные каньоны и ущелья, горные хребты. Природа Абхазии – наше уникальное сокровище, и мы обязаны ее сохранить. Илона Микава, Борис Цацуа, Бату Библая, Гал Медиа.